أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Во имя Аллаха, милостливого и милосердного, дорогие братья и сестры, мир вам, милость Аллаха и Его благословение. Добро пожаловать на нашу передачу, которая называется «Откровенно говоря». В этой передаче мы поговорим на тему, которая беспокоит всех людей. Каждый, кто сейчас меня видит, каждый мужчина или женщина, молодой или взрослый, богатый или бедный, больной или здоровый, каждого беспокоит эта тема. Мы поговорим в ней об истории конца каждого человека на этой земле. Каждый, кто сейчас меня слышит, должен задать себе вопрос: какой конец его ожидает в этом мире? Готовы ли мы к этим мгновениям, без которых не обойтись? И что это за мгновение? Каждая душа. Живи сколько пожелаешь, но все равно ты смертный. Человек иногда думает, что его тело здорово. Иногда благородная сестра думает, что ее тело здорово, и что она не умрет, и будет долго жить. Но она не знает, что смерть приходит неожиданно. Неожиданно. Такова мирская жизнь. Этот мир со всей его красотой, украшениями, цветами, зеленью подобен дереву, которое в один из дней завянет. В один из дней его листья пожелтеют. В один из дней они осыпятся, и в один из дней ветер унесет их. وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير. В один из дней этот мир исчезнет со своей зеленью, украшениями и красотой. Посмотри, что содержит в себе этот мир. Сможешь ли ты его сохранить? Ушел ли кто-нибудь из этого мира без савана из хлопка? Где короли? Где те, кто обладал могуществом? Где богачи? Игроки? Где здоровые и сильные? Каждому пришла их смерть. В судный день Господу миров придет старуха, покрытая сединой, и будут видны ее клыки. Цвет ее кожи будет зеленым, и в день суда люди будут смотреть на нее и будут бояться ее. Господь, велик Он и всемогущ, спросит: где же ее последователи? Где последователи этой седой старушки? Люди будут бояться ее. А кто же последует за ней? Кто же захочет ее? Люди будут убегать от нее. Господь, велик Он и всемогущ, скажет: это и есть мирская жизнь, ради которой вы убивали и враждовали друг с другом, ради которой оставили поклонение Аллаху Всевышнему и Всемогущему. Сегодня мы в этой передаче поговорим о решающих моментах, мгновениях, о смертных агониях. Мы подробно разъясним для того, чтобы люди знали истину мирской жизни. И да, клянусь Аллахом, истина, которая истлеет и недолговечна.
Однажды Абу Атахия, поэт-аскетик, зашел к Харуну ар-Рашиду, который построил огромный дворец. Абу Атахия сказал ему: «Живи, живи, пока ты думаешь, что ты живешь, пока здоров в тени дворцов или огромных замков. Что пожелаешь днем и ночью, ты найдешь, но не забудь, что жизнь проходит в самых жестких рамках. Наш век идет к концу, сгорая с каждым днем. Когда-то ты начнешь дышать предсмертным хрипом твердым. В тот миг поймешь, как был ты ослеплен. Тебе казалось, что ты жил, но ты был мертвым. Ты узнаешь, дорогой брат и благородная сестра, решающие моменты, без которых не обойтись. Ты узнаешь истину мирской жизни. Нам не обойтись без этих мгновений. Будьте с нами в этой передаче, и мы вам разъясним, как выходит душа и куда она держит свой путь. Ибн Умар, да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, взял меня за плечи. О, Абдулла, будь в этом мире таким, будто ты чужеземец или путник. Сделай ее проходом, через который ты выйдешь в один из дней». Ибн Умар часто говорил: «Если доживешь до вечера, то не жди, что доживешь до утра. А если доживешь до утра, то не жди, что доживешь до вечера». Один мудрец сказал: «Разве ты будешь рад вещам, в которых есть неполноценность? Их тленность притупляет радость и унижает счастье ценность. Уходит с грустью день, его другой сменяет. Он полон счастьем, но так вечно не бывает». Пришло в некоторых преданиях, что однажды один из богатейших королей, увлеченный этим миром, пожелал отправиться в путь. Он надел наилучшую одежду, сел на одно из лучших верховых животных и пошел по дороге. И люди смотрели на того, кто обладает этим миром. Они смотрели на того, у кого богатство несметные, и он думал, что заберет это богатство с собой, уходя из этого мира. Но неожиданно на дорогу вышел бедный мужчина. Вид его был плачевен. Бедняк приветствовал его, но тот не ответил, а лишь сказал ему: «Отдались от меня, ты стоишь на моем пути». И бедняк сказал: «Нет, я не отойду. У меня есть к тебе одно дело». Король сказал: «Горе тебе! Что ты говоришь?» Но бедняк настаивал: «Да, у меня есть к тебе одно дело». А люди наблюдали и удивлялись. Кто же тот, кто говорит с этим богатым и несправедливым королем? Король слез и спросил еще раз: «Чего ты хочешь?» Мужчина сказал: «Узнал ли ты меня?» На что король отвечает: «Нет». А он говорит: «Я ангел смерти. Я разделяющий общины и разрушающий наслаждение». Король испугался, пожелтел и заволновался, и сказал: «Отсрочь мне 1 минуту, 1 час, я вернусь и попрощаюсь с родными». Он сказал: «Нет, мне не было велено делать этого», и забрал его душу. И король упал замертво, как падает бревно. Смертельная агония явится с истиной. Вот то, чего ты избегал. Нам не обойтись без этого мига. Долго мы проживем или мало? Будем ли мы богаты или бедны? Долгое ли время мы надеялись, или короткое? Сильно было наше тело, или оно было слабым? Но смерть все равно придет к нам, неожиданно, и не убежать от нее. Каждый умрет в один из дней.
И даже величайший среди всех людей умер. Это Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Аллах сказал пророку: «Воистину, ты смертен, и они смертны». Когда умер пророк, да благословит его Аллах и приветствует, Господь, велик он и всемогущий, сказал: «Мухаммад является всего лишь посланником, до которого тоже были посланники. Неужели, если он умрет или будет убит, вы обратитесь вспять?» Когда к Мусе, мир ему, пришел ангел смерти забрать его душу, то он возразил ему, желая прожить больше. Аллах не спаслал откровение ангелу смерти, чтобы тот сказал Мусе, мир ему: «Поставь руку на быка, и за каждый волосок, который будет под рукой, ты проживешь целый год». Муса, мир ему, спросил: «А что будет после этого?» Он сказал: «А после этого смерть». На что Муса сказал: «Тогда лучше сейчас». Он выбрал смерть. Если конец нашей жизни смерть, то какой смысл этой жизни? О сын Адама, ты — это день. Если уходит день, то уходит и часть тебя. Великие люди умирают. Правдивейший Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, перед смертью был в агонии. Его дочь Аиша, увидев своего отца в таком состоянии, заплакала и сказала в стихотворной форме следующее: «Клянусь, не поможет богатство мужчине, и хрипы предсмертные душу стесняют. Печаль расставания по этой причине всех близких его в этот миг посещает». На что Абу Бакр, находясь при смерти, сказал: «О, доченька, произнеси слова, которые лучше этих». Она спросила: «Что же мне произнести, о отец?» Он сказал: «Скажи». وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Предсмертная агония непременно будет. Умар ибн Хаттаб, который был обрадован раем при жизни, и который был смертельно ранен ножом во время молитвы, к нему пришла смерть. Пришли мгновения смерти. Какой же благой конец у него был. Умар сказал своему сыну Абдулле: «О, Абдулла, поставь мою щеку на землю». Его спустили на землю, затем прислонили его щеку к земле. И, будучи при смерти, Умар, слезясь, сказал: «Горе мне и моей матери, если Господь не простит меня». О короли, правители, знатные, здоровые, юноши, дети, взрослые, без смерти не обойтись. Не думай, что деньги уберегут тебя, защитят тебя от смерти. Не думай, что твое здоровье не даст подойти к тебе ангелу смерти. Абсолютно нет. Халиф Маамун перед смертью, будучи в агониях, сказал своим солдатам: «Возьмите и поставьте меня на землю. Спустите меня с кровати на землю». Когда спустили на землю, халиф Маамун заплакал, посмотрел на небо и сказал: «О тот, чье владение не исчезнет, чье владение никогда не исчезнет, прости того, чье владение исчезло». Все, кто на земле, исследует в один из дней. Ослабеет пульс сердца, презренные станут силы. В один из дней ноги станут холодными. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Перед смертью Харун ар-Рашид спросил: «А где моя могила?» Его понесли показать ему могилу. Он сказал: «Спустите меня в нее». Его спустили, он сказал: «Это истина, дорогие братья и сестры. Нам необходимо размышлять над этим, хотя бы немного. Давайте сегодня поразмышляем о нашем конце. Каким он будет? Где он произойдет? И что мы будем делать после смерти? Пусть каждый из нас готовится к этим мгновениям, к этим минутам, без которых не обойтись. Каждая душа вкусит смерть. Воистину, ты смертен, и они смертны».
ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن. Беда в том, что смерть приходит неожиданно и без предупреждений. Неожиданно, в то время, когда человек играет со своими друзьями, когда он находится в беспечности, когда он развлекается или забавляется, приходит ангел смерти. Неожиданно и без предупреждения. В то время, когда человек спит и не пробуждается ото сна. Когда он выходит из дома и прощается с семьей, обещая им вернуться в конце дня или на середине, он выходит, но не возвращается. Одна девушка в самый лучший день своей жизни, в день свадьбы, украшалась в салоне красоты. Мечты, ожидания, которые никто не поймет, не пройдя через это. Она вышла из салона, направляясь в зал. Семья, близкие, родственники ждали ее. Она была в дороге, направляясь в зал. Но неожиданно пришел ангел смерти и забрал ее душу, после того, как произошла страшная авария. Зайнуль Абд говорил: «Женись на богобоязненности. Поистине ты не знаешь, что если наступит вечер, доживешь ли ты до утра». Сколько невест приукрасили себя для своих мужей, но для нее уже был приготовлен саван, а ведь она об этом даже и не знала. Сколько детей надеялись на то, что они повзрослеют, но их тела поместили в темную могилу. Сколько же здоровых умерло без причин, сколько больных жило еще долго, а сколько больных жили долгую жизнь. Готовься. Если выйдет твоя душа, вторично она уже не вернется. Ваш смех может неожиданно перейти в плач, вопль, рыдание. Кто из нас даст гарантию, что увидит восходящее солнце? Кто из нас даст гарантию, что он встанет с места, где он сидит? Каждый из нас, наверное, помнит, или, может быть, слышал, или даже видел, как сильный и здоровый мужчина, играя на поле, упал на спину, и к нему пришел ангел смерти. Перед миллионами зрителей забрал его душу. Подобный же случай. Певец на концерте, камеры снимают его, люди ждут и подпевают ему. И вот ангел смерти прорывается через ряды для того, чтобы забрать его душу. Смерть приходит неожиданно. Смерть приходит внезапно. Мы поговорим о предсмертных агониях и о другом. Бедой для человека является смерть, когда она приходит неожиданно, во время развлечений, скоропостижно, во время учебы, а может и во время поклонения прийти ангел смерти. Темным станет этот мир, и все закончится. Человек может играть, забавляться, может находиться со своими детьми, семьей,
а может находиться на работе, находиться в беспечности. Но неожиданно он почувствует, что пульс сердца начал сокращаться. Он почувствует, как дыхание выходит. Он чувствует, как небо становится темным. В дневное время он чувствует, как свет угасает. Ему начинает казаться, что пульс сердца, между каждым ударом которого проходит год воспоминаний, боль начинает достигать сердца. Он видит, как вокруг него смеются люди. А когда он хватается за сердце, все перестают смеяться. Люди смотрят, разговаривают, зовут его, но он уже их не слышит. Его голос пропал. Свет начинает угасать. Дыхание затрудняется, как будто бы небо покрыло землю, а он находится между ними. Он падает на землю или на кровать, а может быть, он чувствует тех, кто находится возле него. Они начинают кричать, звать на помощь и трясти его. Это может произойти в больнице, дома, на дороге или же в автомобильной катастрофе. Если же это в больнице, то, может быть, он видит аппараты и находящихся возле него врачей, и он знает, что он покидает этот мир. Душа начинает выходить из ступней и потихоньку подниматься. Он чувствует холод в ступнях. Возможно, его дети рядом с ним и зовут его, а жена плачет и говорит: «О мой муж, кому ты меня оставляешь?» Его дети бросаются ему на грудь. Его маленькая дочь, которая играла с ним, а он игрался с ней, говорит: «О мой отец, почему ты мне не отвечаешь? О отец, где твое обещание купить мне подарок? О отец, отправимся ли мы в путешествие, как ты нам обещал?» Его отец или брат вызывает скорую. Они начинают мчаться в больницу. Кто же его вылечит? Кто приведет его в чувство? Кто его разбудит? Кто остановит выход его души из тела? Но он знает, что он покидает этот мир. Он почувствовал, как ступни его высохли. Где же моя машина? Где мой дом? Где мой замок? Где мое могущество? Возьму ли я что-нибудь из этого после того, как я покину этот мир? Это конец. Это и есть расставание. Придет день, и ты будешь плакать за те наслаждения, которые у тебя были, так как ты не сможешь что-либо забрать с собой. Красивый дворец ушел, но вопросы останутся и никуда не денутся. Дети вокруг тебя, мать плачет, жена оплакивает тебя, у отца пошли слезы, врач пытается что-то сделать, и дети вокруг тебя смотрят печальным взглядом и говорят: «О, отец, почему ты оставляешь нас?» Он покинет этот мир и оставит все позади себя.
Раб сидит дома со своей семьей. Возможно, он правдивый, совершает намаз, читает Коран, взывает к Аллаху, совершает какой-либо вид поклонения. Но неожиданно он видит возле своей головы ангела, спрашивает: «Кто ты? Кто ты?» Он отвечает: «Я ангел смерти». Он невидим в этом мире. Он прекращает существовать в этом мире и переходит в мир иной. Он видит ангелов с белыми лицами на расстоянии своего взора. В их руках один из райских саванов и один из райских бальзамов. Они придут с этим саваном, чтобы завернуть их праведного раба. О душа, которая обрела покой, выходи из этого тела. Она выйдет из него, как выходит капля из горлышка сосуда. Кто посмотрит на его лицо, то поймет, что душа вышла из его тела, удовлетворенной и снискавшей удовольствие. А если же он был грешником, он увидит возле своей головы ангела и спросит его: «Кто ты?» Он ответит: «Я ангел смерти», после чего он увидит ангелов с черными лицами, и их вид будет пугать его. В их руках одеяния, взятые из ада. О мерзкая душа! Выходи наружу, гневу и ярости Аллаха. Когда же душа начнет покидать тело, она будет бояться выйти из него. О Господи! О Господи! Я хочу всего лишь час, чтобы в нем покаяться, восполнить пропущенную молитву, отнестись благочестиво к родителям, так как я их ослушался, возвратить деньги людям, избавиться от грехов, которые я держу в себе. А зачем ты хочешь вернуться в этот мир? Возможно, я буду совершать намаз, искупаясь от осквернения, покаюсь Аллаху, прочту Коран, дам милостыню, выдам закят, но нет. Это всего лишь слова, которые он произносит. Те, кто возле него, говорят ему: «О такой-то, произнеси ля иляха илля-Аллах». Что? Что вы говорите? Он не думает об этих словах, так как он в предсмертных агониях. Воистину в смерти есть агонии. Тот, кто почувствовал вкус смерти, клянусь Господом, почувствовал агонию. И все люди перед смертью будут в агонии. Наилучший из творений, да будут моя мать и отец выкупом за него, будучи при смерти, сказал: «Нет Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха. Воистину у смерти есть агонии. Воистину у смерти есть агонии». ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن. Многие люди желают, чтобы их конец был хорошим, но не у всех он будет таким. Всю жизнь провести греховно, ослушиваясь Аллаха, а когда приходит час смерти, то он желает, чтобы Аллах забрал его, совершая хорошее дело. Но не видать ему этого. Кто-то из людей совершает прелюбодеяние, думая, что он развлечется, и все. Но неожиданно приходит ангел смерти и забирает его душу. Все, кто умрут, встанут в судный день в таком положении, в каком они умерли. 4 молодых людей поехали в один из городов отдыхать. Один из них говорит: «Мы танцевали в ночном клубе, были пьяными, и каждый был со своей подружкой. Вдруг неожиданно кто-то начал кричать. Все люди замолчали.
Вокруг тишина. Я подошел к другу и вижу, что он лежит на полу и корчится. Я понял, что он при смерти. Будучи пьяным, я понял, что он умирает, совершая большой грех. Мой разум немного прояснился, и я сказал ему: скажи, нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Скажи, нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. А он сказал: принеси мне стакан вина. Так он и умер, стоная от мучений. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة. Если бы ты видел в реальности, действительности, тех, которые не совершали намаз, тех, которые прожили свою жизнь, греша и ослушаясь повеления Аллаха, не зная, что такое молитва и земной поклон, если бы ты видел их во время смерти. Ангелы бьют их так, что они умирают. Как же они произнесут: нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха? Один человек лежал в своей постели, и врач сказал ему, что лечение закончилось. И все, что в наших руках, мы сделали. Все в руках Аллаха. Ты можешь умереть в любую секунду. Его брат, находившийся возле него, сказал ему: бойся Аллаха и проси прощения от того, что ты совершал. Этот человек был атеистом и порочил религию в книгах и статьях, и в обществе. Возможно, даже оскорблял Господа, великого и всемогущего. Он попросил своего брата принести ему Коран. Брат говорит: я подумал, что в этом благо, и что он хочет покаяться и вернуться к Аллаху. Я принес ему Коран. Когда же он уже был при смерти, он посмотрел на него и сказал: я не верую и отрицаю этот Коран. С этими словами Аллах забрал его душу. Сколько молодых думают, что Аллах примет их покаяние во время предсмертного хрипа, когда выходит его душа. Один молодой в предсмертном хрипе, увидев смерть своими глазами, покаялся. Аллах Велик, Он и Всемогущ, сказал: тебе не поможет покаяние, если ты каешься, видя ангела смерти. Видя ангелов перед глазами, ты чувствуешь, как душа выходит. Клянусь Аллахом, даже если у тебя будет течь кровь из глаз, а не слезы, в таком положении не примет Господь твоего покаяния. Один человек очень сильно заболел. Он услышал призыв на вечернюю молитву в то время, когда дети находились рядом с ним. Он спросил, что это за звук. Они сказали: это призыв на вечернюю молитву. Он сказал: понесите меня в мечеть, совершить эту молитву. Они сказали: о отец, Аллах оправдал тебя твоей болезнью, помолись дома, ведь ты при смерти. Но он настаивал на своем и говорил: как мне слышать призыв и не отвечать на него? Дети понесли его в мечеть, и он молился, сидя между ними. Когда же он пошел на первый земной поклон, то он уже не встал с него. Аллах забрал его душу в таком положении, и в судный день Господь, Великий и Всемогущий, воскресит его именно в земном поклоне. Подобная же история произошла еще с одним человеком. Когда он совершал обход Каабы, находясь в умре, один мужчина рассказал, что он услышал такбир в запретной мечети и увидел, как собрались люди в одном месте. Я подошел к этому месту и увидел, как один мужчина в храме лежит на полу. Улыбаясь, произносит свидетельство, и Аллах забрал его душу в таком положении. Он рассказывает, что все, кто видел это, заплакали, сидя в запретной мечети, радуясь хорошей кончине этого человека. ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Сколько людей умерло в пожилом возрасте, совершая намаз, или с Кораном в руке? Сколько людей умерло, держа пост? Сколько из них умерло, совершая ночную молитву? Скольким паломникам и воинам Аллаха Аллах даровал хороший конец. Но вопрос в другом. Как умрем мы? Кто как жил, тот на том и умрет. А когда же он умрет?
то Аллах воскресит его в том положении, в котором он умер. Эти ямы, эти могилы — наш конечный исход. Так давайте же стремиться к благому концу жизни. ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب. هكذا بدأت الدنيا. Таким образом заканчивается этот мир. Входит в раб в него обнаженным دخل إليها العبد بلا и ثياب выходит таким же. ويخرج منها بلا ثياب. Входит в этот мир с сжатыми ручками, دخل ويداه желая схватить مقبورتان. что-либо, تريد أن تمسك أي и شيء уходит من из этого الدنيا. мира развернутыми خرج руками, من الدنيا وقد не بسط взяв يديه ничего. فلم يخرج منها بشيء. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق وضع Его على положат на الألواح плитку, и голени его сойдутся. والتفت الساق بالساق. Кто же привел его в омывальную? Тот, кто любил его больше всего. Они не стали терпеть его даже день или два, не смогли оставить его у себя. Он построил им дома, собрал им деньги, дал им все то, чего они хотят, но они избавились от него за короткое время. Они поспешили к подготовке и омыванию его тела. Началась суматоха. Настал его час. Сколько же он омывал свое тело в этом мире? Но сейчас пришли те, которые будут омывать его. Сколько же он прятал свои половые органы от людей? Он стеснялся, что его увидят без одежды. Но сегодня пришли те, кто обнажат его без силы и мощи. Его поставили на доску и омывают его. О, если бы он знал! Что же было бы, если бы он очнулся в таком положении и увидел бы тех, кто его моет? Что было бы, если бы он узнал о своем положении? Сколько мужчин и женщин были опорочены Аллахом в омывальне? Раскрылись их половые органы, а также их тайны. И у скольких людей в омывальне стало ясным их добро и свет, и появился приятный запах. Сколько же эти ноги ступали в мечеть? Сколько же эти руки кормили бедных и гладили их головы? Сколько же эти глаза читали Коран и слезились от страха перед Аллахом? Сколько же это лицо совершало земной поклон? А если же он был грешником, то сколько же раз его ноги ступали в запретную Аллахом сторону? Клянусь Аллахом, если этого человека омыть 1000 раз, то он не очистится от греха, пока не покается. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. Посмотрите на умершего. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. Кто из вас в силах вернуть его к жизни? Даже если соберутся доктора всего мира и собрать всех дорогих ему людей, чтобы вернуть его, хотя бы на миг. Никто не сможет вернуть его. Это и есть начало загробной жизни. Это и есть омывание, после которого он уйдет из этой жизни и отправиться в новую. Зейнуль Абидин в своей поэме под названием «Ляйса аль-Гариб» не является странным, сказал: وقال يا قوم نبغي غاسلا حذقا حرا أديبا عارفا فطني فجاءني رجل منهم فجردني
من الثياب وأعراني وأفردني وأودعوني على الألواح منطرحا وصار فوقي خرير الماء ينظفني وأسكب الماء من فوقي وجردني وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن وألبسوني ثيابا لا كمام لها وصار زادي حنوطي حين حنطني وأودعوني على الألواح منطرحا وصار فوقي خرير الماء ينظفني وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن وألبسوني ثيابا لا كمام لها وصار زادي حنوطي حين حنطني وأخرجوني من الدنيا فوا أسفا على رحيل بلا زاد يبلغني وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وخلفي من يشيعني وقدموني إلى المحراب وانصرفوا ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وخلفي من يشيعني وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن إن الغريب. هذه اللحظات Это мгновение непременно настанет для каждого из нас. Нам не обойтись без него. Без того дня, когда нас будут нести на плечах. Если же мертвый на носилках был праведным, то он скажет: идите вперед, идите вперед. А если же нет, то он скажет тем, кто его несет: горе мне, куда вы меня несете? Куда вы несете это тело? Я был с семьей, с детьми, с друзьями, а сегодня самый любимый мне человек спешит меня похоронить. Каждый человек, как бы он ни был здоров, в один из дней его понесут на носилках. В один из дней, как бы ты ни был здоров, как бы хорошо ты ни жил, придет день, подобный этому, и тебя понесут на плечах, и тебя принесут на эту мрачную землю. Самый любимый из людей бросит землю на тебя. Самый близкий из людей поспешит тебя закопать. Любимый и самый дорогой тебе человек в этом мире оставит тебя одного в этой яме. Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сел возле могилы, когда сподвижники копали ее и готовили для погребения. Пророк сел возле нее,
и начал тыкать в землю веткой, которая была в его руке. Затем сказал тем, кто был вокруг него: «О, братья, готовьтесь к этому! О, братья, готовьтесь к этому!» ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Сколько же из нас, проходя мимо могил, задают себе вопрос: когда меня поместят в эту яму? Как же будет обустроен твой дом? За покойным следуют три вещи. Это его родные, его имущество и его деяния. Возвращаются и остаются в этом мире только две: его родные и имущество. И войдут вместе с ним в его могилу только его деяния. Если же он был хорошим, то благо. Если плохим, то зло. Во время похорон душа покойного находится на небесах. Если же он был праведным, хорошим человеком, то его запускают, и врата небес открываются для него. Если же он был грешником, то врата небес для него закрыты. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. Когда же тело поместят в могилу и засыпят землей, спускается с небес душа и слышит звук шагов тех, кто покидает кладбище. Когда Усман ибн Аффан сидел на кладбище, он плакал. Его спросили: «О правитель правоверных, что заставляет тебя плакать?» Он сказал: «Воистину, это первый дом загробной жизни. Если же в ней будет легко, то в дальнейшем будет еще легче. А если было трудно, то в дальнейшем будет еще труднее. Если человек был грешником и ослушался Аллаха, его душа не войдет в небеса. Если же он был многобожником, то его душу сбросят с небес в эту яму. Он будет жестко сброшен. Он будет сброшен с небес, и птицы подхватят его. Или же ветер забросит его в далекое место. Но после этого его вернут в это тело, в настоящий дом. Дом мрака, темноты и червей. Эта яма в один из дней станет твоим домом, о раб Аллаха. Твоим домом, замком, в котором ты будешь жить. Будет эта яма. Твоей спальней будет эта площадь. Хочешь ли ты увидеть свою постель? Вот, это твоя постель, о раб Аллаха. Хочешь ли ты увидеть свое покрывало? Вот, это твое покрывало, о раб Аллаха. Хочешь ли ты увидеть размеры своей спальни? Вот, смотри. Кто же будет твоим товарищем и собеседником? Разлучаюсь навеки с родными. Нас отныне покинет покой. Вот могила. И первая ночь в ней. О Аллах, что же будет со мной? Как я буду спать первую ночь в могиле? В этой темной яме? В этом мрачном месте? Кто же будет моим товарищем? Кто же будет твоим собеседником, о раб Аллаха? Если твои деяния были благими, то твоим собеседником будет благо. В этом месте он будет рядом с тобой, с красивым лицом. Это и будут твои деяния, такие как хадж, умра, чтение Корана, молитва, милостыня. Это твое благочестие к родителям. Все это составит тебе компанию. Если же твои деяния были мерзкими, оставление молитвы, такими как ослушание родителей, прелюбодеяние, разврат, то лицо твоего собеседника в этой яме будет мерзким и отвратительным. Это узкая яма. У некоторых будет сжиматься настолько, что их ребра будут входить друг в друга. О горе им! Узкая и темная яма сожмется еще сильнее. Для праведных же людей эта яма будет широкой. На расстоянии его взора его постель будет райской, а также прохладной.
И будут такие, которых положат в эту яму, и к ним придет ангел с огромным камнем, и он будет их бить по голове, так что голова будет раскалываться. И так будет продолжаться. Кого же он будет бить? Того, кто просыпал утреннюю молитву. А тот, кто занимался ростовщичеством, будет плавать в реке из собственных грехов. А в его рот будут кидать камни. Да упасет Аллах нас от этого. Могила того, кто занимался прелюбодеянием, будет пылать огнем. Упаси нас, Аллах. Для кого-то эта могила станет райским садом, а для кого-то будет адской ямой. Это твой дом, о раб Аллаха. Что же ты сделал ради него? Что ты приготовил на этот день? Готов ли кто-нибудь из вас обставить эту комнату благими деяниями, мольбой, милостыней, поминанием Аллаха? Или же он, да упасет нас Аллах, тратит попусту дни и ночи? Подумай, наш конечный исход здесь, о раб Аллаха, в этой темной и узкой яме, в барзахе, непременно будет одно из двух. Или же наслаждение, или мучение. Будь внимателен и начни готовиться прямо сейчас. Клянусь Аллахом, если посадить тебя в темную и узкую комнату или сундук, ты не сможешь просидеть в нем и минуту. А что же говорить об этой яме? Еще несколько мгновений ты будешь слышать шаги тех, кто покидает кладбище. Клянусь Аллахом, если ты увидишь умершего через 3 дня после захоронения, ты не сможешь вытерпеть и перенести это. Готовься к этой яме, к своему дому. Воистину, ты непременно будешь в нем жить. Это и есть конец. Это наш путь. Кромешная тьма, мертвая тишина. Это мы ходим среди могил. А что же говорить о тех, кто живет в них, об их обитателях? Сколько же их вокруг меня сейчас? Сколько же вокруг меня сейчас мучаются или получают свое дело? Сколько же вокруг меня сейчас кричат и стонают от боли, так что все вокруг слышит их, кроме людей и джиннов. А если бы они слышали, то не хоронили бы своих мертвых. Но даже несмотря на эти мучения, те, кто умерли, хотели бы оставаться в своих могилах, чтобы не наступал судный день. А сколько же мертвых сейчас наслаждаются в своих могилах, счастливы и желают наступления судного дня, зная, что дальше будет еще лучше? Что же пожелал бы один из них сделать, если бы сейчас он вышел из могилы? Поцеловать своих детей, увидеть их, насладиться своими деньгами? Нет, клянусь Аллахом, нет. Он бы пожелал, выйдя из могилы, совершить 2-ракатную молитву. Однажды Умар ибн Абдуль-Азиз зашел на кладбище и воскликнул: «О умершие! О смерть! Что же ты сделала с ними?» Но никто ему не ответил. После чего Умар ибн Абдуль-Азиз заплакал, встал на колени и произнес: «Придя сюда, позвал я вас, где тот, кто славой был обласкан, другой унижен был не раз. Не получить от вас подсказки. Ведь тот, кто умер, он истлел, и он уже не даст ответа. А ты, кто спрашивал людей, учись на назидании этом». Дорогой брат, благородная сестра, это наша участь, это и есть наше место, это наш конец. И пусть соблазнитель не обольщает вас относительно Аллаха, пусть не обманывают вас беспечные люди. Смерть не видит различия между малым и взрослым. Давайте же с сегодняшнего дня начнем праведную жизнь. Если мы хотим, чтобы эти могилы расширились для нас на расстоянии взора с райским покоем, то следует совершать 2 раката молитвы в конце ночи, давать милостыню, читать Коран и поминать Аллаха и просить у Него прощения. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت
فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Находясь при смерти, тебе уже ничего не поможет, дорогой брат. Не откладывай и не говори на потом, до тех пор, пока ангел смерти не окажется возле твоей головы. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Это наша участь, это наш конец, это наши истинные дома. Сегодня или завтра рассвета может уже не быть для нас. А что ты сделал? Что ты приготовил? Готов ли кто-нибудь из вас к этому моменту? Душа, покайся. Смерть близка. Своим страстям не подчиняйся. Не обольщают пусть тебя мгновения мирского счастья. Но неужели ты не видишь? Смерть обитает среди нас. И за одним другой уходит, когда пробьет последний час. Что на арене жизни после боя остается? Только следы того, кто больше не вернется. Дорогой брат, дорогая сестра, пусть каждый из нас начнет новую страничку между собой и Аллахом. Подними руки с просьбой. Скажи: «О Аллах, я каюсь в Тебе. О Господь мой, прости меня». Воистину Аллах прощающий и любящий. Я прошу великого и всемогущего Аллаха дать нам хороший конец, и чтобы наши могилы были одними из райских садов. Да хранит вас Аллах, мир вам, милость Аллаха и Его благословение.